О самых заметных событиях пятницы 6 мая вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Пристальные взгляды жителей юго-запада Якутии направлены в сторону реки Лены. Как продвигается ледоход? Почти 15 тысяч квадратных метров для образования детей в разгаре строительства самой большой школы в республике. На каком этапе объект? 10 новых автобусов вышли на пригородные линии. Наш корреспондент оценила комфорт и качество общественного транспорта. Сектор электронных услуг открыли в городской библиотеке Нерюнгри. Какие услуги теперь доступны? Под окнами ветеранов Великой Отечественной вновь зазвучали песни. Акция «Поем двором» согревает души в преддверии великого праздника. Документация по второму основному этапу строительства Ленского моста поступила в главгосэкспертизу России. После проведения входного контроля ведомство в течение нескольких месяцев проверит соответствие документов требованиям всех технических регламентов. Напомним, ранее было получено положительное заключение по первому этапу проекта. Это подготовка территории, вынос и переустройство инженерных коммуникаций. Отмечу, что концессионный проект по Ленскому мосту не случайно разбит на подготовительные и основной этапы. Стройка в Якутии фактически стартовала в прошлом году. Создана временная инфраструктура, начаты работы по переустройству линий электропередач, перенос инженерных коммуникаций. Кроме того, более 80 километров федеральной трассы Лена отремонтируют в 2 регионах Дальнего Востока, в том числе в Якутии. К работам приступят в течение мая. Сама дорожная одежда будет выполнена из 3-слойного асфальтобетона. Для безопасности дорожного движения в обоих регионах установят знаки, обновят барьерные ограждения, нанесут разметку. На сегодняшний день федеральным дорожникам осталось заменить переходный тип покрытия на капитальный на 175 километрах трассы Лена. Работа завершат в 2024 году. После ничего автодорога Невер-Якутск длиной более 1000 километров станет асфальтобетонной на всем своем протяжении. Что касается движения льда на реке Лене, то нижнюю кромку ледохода наблюдают в Иркутской области, ниже села Змеиного Киринского района. На средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды от 5 до 15 сантиметров в сутки. На реке Нюя, это левый приток Лены, уже 7-9 мая ожидаются подвижки льда. На реке Алдан и ее притоках продолжается подъем уровня воды. Наблюдают воду на льду, ледостав из окраины. На реке Алекма незначительно поднялась вода. На всем протяжении реки Амги суточный рост уровней воды от 1 до 10 сантиметров. В целом, пристальные взгляды жителей юго-запада Якутии направлены сегодня в сторону реки Лены. Память о трагическом наводнении 2001 года еще жива. Для контроля за паводком ежегодно в Ленский район отправляется опергруппа Главного управления МЧС России по Якутии. За половодьем следит и наш корреспондент Анна Кожевникова. Основная водная артерия республики река Лена готова к вскрытию на территории Ленского района. Ледоход находится буквально в 90 километрах от границы Якутии и Иркутской области. На территории Ленского района завершены все превентивные и подготовительные мероприятия. Установлено несколько гидропостов, где производится регулярный замер уровня воды. Буквально сегодня в Ленск прибудет оперативная группа Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия, в состав которой входят специалисты по взрывным работам, спасатели, а также сотрудники Якутского управления гидрометеоцентра и Ленского водного бассейна, Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Все они будут находиться в Ленске для контроля за беспрепятственным прохождением весеннего половодья на реке Лена. С проверкой по проведенным превентивным мероприятиям в Ленск прибыл представитель Росводресурса Леонид Иляхин. Заказчиком являлась служба Лена регион Водхоз и Ленское бассейное водное управление. Уровень воды в этом году он идет ниже среднего, среднегодового. Поэтому, как называют старики, идет река по сухому.
Следить за недопущением образования заторов либо их оперативной ликвидации призвана опергруппа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Именно они будут координировать все действия в случае чрезвычайной ситуации. Все эвакуационные пункты подготовлены. В Ленске таких 3. Лыжная база, здание аэропорта и спортивный зал «Карат» в микрорайоне Северный. В каждом населенном пункте есть эвакуационные пункты, но просто там, конечно, от численности населения, соответственно, и его вместимость. Заключены и организованы временные гидрологические посты на реке Лена и на реке Нюе. В принципе, все мероприятия готовы. Также у нас заключен договор на предоставление уровня воды. На сегодняшний день речка находится в 90 километрах от границы с Республикой Саха-Якутия, 121 километр от поселка Витим. Районные власти сегодня издадут распоряжение о повышенной готовности в связи с вхождением ледохода на территорию Ленского района. Ну а мы будем следить за паводковой обстановкой и информировать наших телезрителей. Также жители любой точки мира могут воспользоваться онлайн-камерами и наблюдать за ледоходом на Лене в прямой трансляции. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ситуацию с паводком в Амге тоже держат на контроле. По данным на сегодня уровень воды 82 сантиметра, при критическом в 925. Подъем уровня за сутки на 1 сантиметр. Видны закраины. На гидропосту Буяга уровень воды 89 сантиметров. Подъем за сутки составляет 6 единиц. Наблюдают ровный ледостав. С сегодняшнего дня в районе работает оперативная группа, мониторит уровни воды. Структура льда на реке Амге становится хрупкой, поэтому при выходе на лед призываем быть предельно осторожными. По прогнозу гидромета вскрытие реки ожидалось 7-9 мая, но как мы сейчас наблюдаем, чуть попозже будет это. И вот когда подвижка начнутся, уровни воды поднимутся, у нас оперативный штаб будет нести круглосуточное дежурство. Все подготовительные мероприятия проведены, начиная с января месяца. В связи с ослаблением прочности льда хочу напомнить населению, охотникам, быть осторожными. Лед уже сейчас в данное время хрупкий. К другим темам. Глава республики проверил ход строительства самой большой школы в Якутии. Здание площадью почти 15 тысяч квадратных метров расположено в микрорайоне Прометей, рассчитано на 990 мест. На сегодня готовность объекта 85%. Продолжит Сарглан Неустроева. Строительство школы в микрорайоне Прометей ведется в рамках проекта образования. Однако ввод объекта будет проходить под эгидой проекта «100 социальных объектов к столетию ЯССР». Сегодня, по словам представителей строительной компании, несмотря на все риски, связанные с санкциями, работы ведутся на опережение. И уже к концу года строительство будет завершено. В строительстве школы в основном ведутся уже все практически отделочные работы, сантехнические работы, вентиляционные работы. То есть они, в принципе, подходят уже всех к концу. И мы занимаемся уже практически полной отделкой. Я думаю, что до конца мая, середины июня и работы все будут закончены. По поставке оборудования мы начнем монтировать и оборудование всех классов. В принципе, оно все заказано, оно уже все у нас идет в пути. Уже в следующем году в микрорайоне Прометей будет насчитываться 3145 квартир, большинство жителей которых так или иначе формируют семьи, как правило, с детьми. В теории школы на 990 мест может и не хватить, но если учитывать, что обучение здесь, как и везде, будет вестись в 2 смены, то пропускная способность учреждения увеличивается до 2000 и более. Но самое главное – это функционал и соответствие всем современным требованиям. Так, недавнее начало работы Малой академии наук в Хангаласском районе обозначило высокую планку для всех строящихся школ. Ведь не секрет, что учиться там мечтает, пожалуй, каждый якутский школьник. На это представители строительной компании отвечают. Такому уровню самая большая школа республики точно будет соответствовать, если не превышать.
К примеру, по плану школы в отдельном крыле обустроены все помещения под культурно-массовые и спортивные мероприятия. Конкретно это большой спортивный зал площадью более 580 квадратных метров. Вполне возможно, что он станет площадкой не только для общего физического развития учащихся, но и площадкой для популяризации молодежного спорта в республике и организации различных спортивных мероприятий. Ну а здесь же, только уже на втором этаже, обустроен спортивный зал поменьше, площадью около 300 квадратных метров. Как говорится, все для удобства учеников. Но кроме спортивных залов в школе будет и отдельные актовые, танцевальные залы, театральная и даже оранжерея. Разумеется, по всем стандартам обустроят и территорию школы. По словам строителей, там будут расположены футбольные и баскетбольные площадки, место для отдыха учеников и так далее. Однако имеются и проблемы. Сегодня учреждение еще не сформировало штат специалистов. Неизвестен и формат обучения, то есть будет ли это школа, лицей или гимназия. Поэтому то, как скоро за порог нового здания ступят ученики, зависит уже не от строителей, а от Министерства и Управления образования. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Наступила весна, это значит, что республиканские общественники вышли на традиционный контроль. Проверяют дороги и тротуары столицы после прошлогоднего ремонта. На этот раз объектом внимания стал тротуар по улице Пояркова. Несмотря на капитальный ремонт силами подрядчика, в прошлом году объект вновь пришел в плачевное состояние. Активисты Общероссийского народного фронта вновь начали получать жалобы от жителей прилегающих домов. Выяснилось, всему виной водопроводная труба под тротуаром, уложенная в далеком 1999 году. Причем без соблюдения градостроительных норм и благополучно забытая при проектировании капитального ремонта улиц. Как выяснилось, здесь есть водоканальная труба, которая была уложена еще в 1999 году. К сожалению, она была уложена ненормативным путем, то есть она выше располагается, чем должна. Из-за этого она греет грунт, и он проседает. Почему сделали новый тротуар, зная, что труба не соответствует нормативам, это отдельный вопрос, которым предстоит разобраться. На сегодняшний день понятно, что здесь бесконечно переделывать никакого смысла нет, она все время будет проседать, поэтому окружной администрации принято решение перенести этот тротуар правее, а здесь, поскольку уж ситуация таким образом сложилась, нужно силами водоканала образовать что-то вроде аллеи, сквера, зеленой зоны. 10 новых автобусов марки «КАВС» вышли на пригородные линии. Это направление от Якутска до сел Маган, Хатасы и Табага. Напомним, автобусы закупили весной в рамках модернизации парка общественного транспорта к столетию автономии. Ульяна Шагина оценила комфорт и качество транспорта. Водитель Сурик Арутюнян на межпригородной линии уже 20 лет. Никак не нарадуется новому транспорту и уже успел оценить, насколько он комфортен не только для пассажиров, но и для водителя. Многие автобусы видели, но это самые современные. Здесь удобств много, машина повыше, сами видите, какой красивый салон. Пока на межпригородную линию вышло 10 автобусов МУП «Епак». Они будут курсировать до 3 сел – Табаги, Магана и Кангалас. Автобусы произведены на Курганском и Павловском автобусных заводах, где в первую очередь учли климатические условия. Главным их преимуществом является то, что здесь есть пандусы для маломобильных граждан. Мы можем зайти внутрь и посмотреть, насколько они комфортны. Как городские, так и пригородные автобусы соответствуют программе «Доступная среда». Для колясочников есть отдельно отведенное место. И вот специальное место, все автобусы оборудованы таким местом. То есть сюда инвалидное кресло ставится, подлокотник для удобства и кнопка вызова специально для человека, который находится очень низко. Вот. Какие еще тут есть бонусы? Зимой будет очень тепло, потому что установлены дополнительные отопители, которые мы проверяли на автобусах предыдущих марок. Они себя хорошо зарекомендовали. Надеемся, что горожанам будет очень хорошо в наших автобусах. Это маршрут 103, Якутск-Хатасы, нормальный автобус. Впервые езжу. Удобно, да? Удобно. И как раз этот подъем на двери очень удобно.
нам пожилым. Впервые вопрос обновления общественного транспорта столицы, который действительно и морально, и физически устарел, глава республики Айсен Николаев поднял на Восточном экономическом форуме в 2021 году. Итогом этих переговоров стало участие региона в федеральной программе по субсидированию техники на газе. И вот всего лишь через год к столетию республики жители столицы получили возможность ездить с комфортом. Новый транспорт, новые возможности в организации поездок. Что изменится в этом направлении? Сейчас министерством совместно с городом планируется проведение научно-исследовательской работы по изменению сети городских и пригородных маршрутов. А затем на основании этой научно-исследовательской работы в последующем году, в 2023 году, планируется изменение, модернизация маршрутной сети с учетом приобретенных новых автобусов, а также дальнейшим обновлением транспорта города Якутска. Маршрутная сеть столицы была создана в конце 90-х годов. Между тем город растет, строятся дома, появляются новые микрорайоны. Поэтому обновление устаревшей маршрутной сети навеяно временем. Пока по столице будут курсировать более 50 новых красных маршруток. До конца мая все они выйдут на линию, и горожане с комфортом начнут передвигаться по Якутску. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Сектор электронных услуг открыли в городской библиотеке Нерюнгри. Подобные центры уже работают в Якутске, Горном, Сунтарском и Верхневилюйском районах. Теперь услугами могут воспользоваться и нерюнгринцы. Какие услуги доступны, знает Ирина Кичигина. Сектор электронных услуг – это место общественного доступа, оснащенное всем необходимым, где граждане, придя в библиотеку без очередей, могут получить квалифицированную методическую поддержку при оформлении государственных и муниципальных услуг посредством государственных порталов, электронных сервисов и сайтов. Практически все ведомства сейчас нацелены на оформление услуг в электронном виде. То есть это оптимизируется и их работа таким образом, и ускоряет взаимодействие между гражданами и должностными лицами. Поэтому это очень удобно становится и, соответственно, актуально и очень необходимо на сегодняшний день любому человеку. Возможность пользоваться компьютером и интернетом действительно есть далеко не у всех. Особенно это касается людей преклонного возраста. Конечно, это содействие гражданам не только помощь именно консультативного характера, то есть это помощь техническая. Если даже нужно будет, допустим, установить какие-то мобильные приложения, то есть я обучаю, то есть, как работать дальше, я помогаю в дополнительных сопутствующих услугах. Наталья Владимировна подавала заявление в Росреестр и ответа не получила. Теперь нужно оформлять повторное обращение через интернет-сервис. Она уже посещает курсы компьютерной грамотности, но как пользоваться электронными услугами для нее еще непонятно. Поэтому сегодня она пришла, чтобы получить помощь и в этом вопросе. На госуслугах я зарегистрировалась, забыла пароль и потом не могла больше войти. Только один раз была там. И сейчас вот буду восстанавливать. Нас понять никто не может. Мы не можем зайти просто даже в интернет. Нам дети помогают. А у кого нет детей, что делать? То есть вот мы приходим, нас здесь вот обучают. Век информационных технологий – это важная миссия, которую взяла на себя Нерюнгринская городская библиотека. И ее сотрудники будут рады помочь всем в этом вопросе. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В преддверии Дня Победы ветераны Ленского района получат дополнительные выплаты из районного бюджета. Предназначены они для отдельной категории граждан. Денежные средства получат труженики тыла, вдовы погибших и умерших фронтовиков, а также жители блокадного Ленинграда. Вот Нина Федоровна Ягнышева, она получит выплату суммой, которая равняется количеству лет, которые прошли со времен окончания Второй мировой войны. То есть в данном случае это будет 77 тысяч рублей. Вдовы получат по 10 тысяч рублей, и ветераны тыла получат по 5 тысяч рублей. К сожалению, к 77-й годовщине в Ленском районе не осталось ни одного ветерана войны. К счастью, еще живы ветераны тыла. Их на сегодня 106 человек, 12 имеют удостоверение вдов, 5 – труженики тыла.
Помним, гордимся и чтим. Работники и ветераны СМИ почтили светлую память воинов-журналистов. В те суровые годы на защиту Родины наряду с солдатами Красной Армии храбро вышли и воины-журналисты. Всего на фронт ушли 139 творческих работников. Среди них Феодосий Донской дошел до Берлина, оставил свою надпись на стенах Рейхстага. А Николай Кондаков стал героем Советского Союза. К сожалению, 18 журналистов пали на полях сражений. Их имена новое поколение журналистов всегда помнит и считает ярким примером. Отдав дань уважения, они возложили цветы, говорили о творчестве. Мы должны помнить имена наших выдающихся людей. Это Николая Алексеевича Кондакова, Феодосия Семеновича Донского, таких ярких личностей, журналистов, которые оставили о себе яркий след, память, и они защищали нашу Родину. И мы делаем все для того, чтобы почтить их память, и чтобы из поколения в поколение передавалось героический подвиг воинов-якутян, в том числе и журналистов. Также к празднику Великой Победы спустя 2 года всероссийскую патриотическую акцию «Свеча памяти» вновь проведут в Якутске. Сбор участников завтра в 19 часов у Триумфальной арки на площади Победы. Почтить память воинов, павших на полях сражений, могут все желающие. А 9 мая вся Россия отметит годовщину победы в Великой Отечественной войне. По доброй традиции праздничные мероприятия развернутся во всех муниципалитетах. В программе «Парад Победы», шествие бессмертного полка, концерты с участием лучших исполнителей, солдатская каша, тематические фотовыставки, спектакли и многое другое. Сегодня, когда мы празднуем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, к сожалению, ситуация сложилась так, что нацизм, который был искоренен в 1945 году, сегодня поднимает свою голову. Смотрите, что происходило на Украине. Там нацизм, ведь все украинских националистов, они начали притеснять народы другие, которые живут на Украине. И, конечно, наш президент Владимир Владимирович Путин принял решение защитить этих людей. Это характерно русскому народу. И такие решения сегодня, они абсолютно поддерживаются людьми, воспринимаются людьми, потому что жива в памяти те события, которые происходили в Великой Отечественной войне. 9 мая движение транспорта ограничит на участках 5 улиц столицы на время праздничных мероприятий. Так, с 8 утра до 23 часов будут перекрыты участки улицы Хабарова на отрезке Ярославского-Богатырева, улицы Богатырева на отрезке Хабарова-Губина, улицы Богдана Чижика на отрезке Богатырева-Федора-Попова, улицы Бестужева-Марлинского на отрезке Богдана Чижика, Федора-Попова, а также набережная Романа Дмитриева на участке Хабарова, поворот на 202-й микрорайон. В преддверии большого праздника стартовала и всероссийская акция «Поем двором». Под окнами домов, в которых проживают участники войны, активисты проводят праздничные концерты. Сегодня в одном из дворов столицы поздравили ветерана Семена Колтовского. Участник советско-японской войны, уроженец Вилюйского района Семен Иванович родился в 1922 году. До войны и в первые годы он работал бригадиром в колхозе. В 1944 году был призван на срочную службу. После войны Семен Иванович служил в милиции, стал отличником МВД, дослужился до звания старшины. Сегодня с праздником ветерана поздравили артисты ансамбля «Служба-02». А уже осенью Семену Колтовскому исполнится 100 лет. Он всю свою жизнь работал на благо нашей Родины. Мы хотим пожелать ветерану долгих лет жизни и здоровья. Считаю, что подобного рода акции, они призваны поднять, скажем так, престиж службы в органах внутренних дел, так как мы почитаем всех тех людей, которые служили в органах внутренних дел в различное время.
Поздравили сегодня и призеров, и участников 21-х молодежных дельфийских игр России. Среди лучших студенты Якутского художественного училища. Скрыбыкина Анастасия получила золотую медаль в номинации «Изобразительное искусство», а Василий Николаев завоевал серебряную медаль в номинации «Художественные ремесла». Студентам и их преподавателям вручили благодарственные письма главы республики, Министерства культуры и духовного развития региона. Приветствовал участников 21-х Дельфийских игр госсоветник, первый президент Якутии Михаил Николаев. Он пожелал ребятам дальнейших успехов и высоких достижений. Я желаю всем учащимся, всем родителям именно подключиться к этим детским проектам, которые пробуждают талант. Я не побоюсь сказать, рождает гения в будущем. Поэтому желаю жителям нашей республики сплотиться вокруг той работы, которую сегодня в целом вы проводите, в целом республике. Надо сказать, что республика находится в взлете. За последние годы особенно рельефно видно почерк руководителей республики, и его команды. Поэтому всячески поддерживать, сплотиться вокруг той работы, которую вы вместе проводите. Как развивалась киноиндустрия Якутии в 90-е годы? Кто заложил фундамент для успехов? Об этом рассказано в книге почетного кинематографиста России, заслуженного работника культуры Иннокентия Готовцева. В новом издании автор говорит о своей работе в сфере кинематографа. Иннокентий Готовцев с ранних лет интересовался кино, мечтал снимать документальные и художественные фильмы. И начиная с 1975 года, почти 40 лет жизни он посвятил развитию кино. Был председателем профсоюза, генеральным директором Саха кино-видеопроката. Также выпустил ряд документальных фильмов. Автор считает, что новая книга «Жизненный путь» даст толчок укреплению якутского кино. В период перестройки кинематография вообще почти исчезла. Киноустановки все закрывались. Если в советское время ходили кино 18 раз, один человек в год ходил. А в перестроечное время 0,3. В это кинозалах 2-3 человека только сидели. И мы как бы с принятием закона о кинематографии и созданием комитета кинематографии наш коллектив заложил как бы фундамент сохранения, развития, дальнейшего развития кинематографии. И нынче я думаю, одним развитием, снятием фильмов, это, я думаю, временное явление как бы. Обязательно нужна законодательная основа. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам праздничных выходных.